Женщин и детей из таджикского села Саманион эвакуировали. В настоящее время в селе Саманион города Исфара на таджикско-кыргызской границе идет перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили Азия Плюс жители села Саманион. По словам источников, женщин и детей из села эвакуировали в безопасное место. В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала кыргызские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно, сообщил Азия Плюс житель села на условиях анонимности. Пересланное фото жителей села. Источник отметил, что в данный момент на месте происшествия находится мэр Исфары Бахавадин Бахудурзода, который проводит переговоры с кыргызской стороной. Конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Саманион. В данный момент дорога Исфара-Ош перекрыта, сообщил источник. Попытки Азия Плюс связаться с пресс-секретарем мэрии Исфары Зубайдулла Шомудовым не увенчались успехом. Пресс-секретарь находится на месте инцидента и каждый раз, когда он поднимает трубку, связь обрывается. Тем временем, новостной портал 24.kg со ссылкой на кыргызскую погранслужбу сообщает, что обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная и таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткин-Исфана в местности Торткачо Баткинского района. Для недопущения эскалации конфликта на место выехали начальник Баткинского пограничного отряда полковник Рустам Миршикеров и начальник управления погранслужбы полковник Каилбек Таланбаев. Пограничные подразделения, дислоцированные на этом участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы, отмечается в сообщении. Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе и приостановить конфликты, инциденты, нередко с применением огнестрельного оружия и участием военных, продолжаются. На сегодня из 976 километров таджикско-кыргызской границы делимитированы и демаркированы только 504 километра. Таджикистан стягивает военную технику на границе с Кыргызстаном. Из видеоматериалов, сделанных из приграничных территорий Таджикистана, видно, что техника едет в сторону приграничного Чорку. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал таджикскую и кыргызскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном. Вечером 27 января состоялись телефонные переговоры генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Станислава Зася с секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Насруллом Махмудзодой и секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым, сообщает пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. В ходе переговоров Зась призвал стороны к немедленному прекращению огня на границе Кыргызстана и Таджикистана. Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств, членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Что произошло? Сегодня в селе Саманион города Исфара на таджикско-кыргызской границе произошел очередной конфликт, за которым последовала перестрелка. Как сообщают источники, перестрелка происходила между пограничниками двух стран. Из села были эвакуированы женщины и дети. В данный момент дорога Исфара-Ош перекрыта. Число раненых в ходе конфликта в селе Саманион с огнестрельными ранениями составило 5 человек, 2 военнослужащих и 3 гражданских. Об этом Азия Плюс сообщили в центральной больнице Исфары. По данным источника, их состояние оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделении травматологии. Пока точно неизвестно, из-за чего начался конфликт. Официальные власти Таджикистана никаких заявлений по инциденту еще не делали. Однако жители села Саманион сообщили, что конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села.
Кыргызская сторона, как передает новостной портал 24.kg со ссылкой на кыргызскую погранслужбу, сообщает, что таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткин-Исфана в местности Торткачо-Баткинского района. Пограничные подразделения КР, дислоцированные на этом участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы.